الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Поистине Аллах Субхану ва Тааля повелел своим рабам придерживаться прямоты. Как об этом Он сказал в суре Фуссилят: идите к Нему прямым путем и просите у Него прощения. Также Аллах Субхану ва Тааля сказал в суре Худ, приказывал пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Но и в этом подразумевает нас: придерживайся же прямого пути, как тебе велено. То есть в этом приказ и для нас, для последователей пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И тех, кто идет прямым путем, Аллах Субхану ва Тааля обещал ценную награду. Как об этом Он сказал в суре Фуссилят: поистине к тем, которые сказали: наш Господь Аллах, а потом были стойки, не сходят ангелы и говорят: не бойтесь и не печальтесь. То есть это обещание Аллаха Субхану ва Тааля тем, кто держится прямоты. И прямота — это очень многогранное значение. И у него очень много значений, и без сомнения оно подразумевает верность Всевышнему Аллаху, служение Ему со всей искренностью, правдивостью и соблюдением договоров, которые каждый человек заключает со своим Господом. Как однажды пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришел сподвижник и сказал: я Расулуллах, скажи мне об исламе такие слова, чтобы мне уже никогда не пришлось спрашивать о нем других. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: скажи, я уверовал в Аллаха, и потом придерживайся прямоты. То есть придерживайся этого. И без сомнения мусульманин верующий должен не отклоняться от прямого пути, ни вправо, ни влево, не выходить за рамки, либо проявлять лень и убавлять что-то из религии. И без сомнения чрезмерность, оно так же губительно, как и лень, то есть не доделывать что-то. И шайтан старается сбить человека. И если человек ленив, то он начинает давить через лень. Еще не рано, еще времени не пришло, когда человек говорит: надо читать намаз, еще времени не пришло. Человек верит, да, я верю, но еще времени не пришло до намаза. Для кого-то это время, для кого-то нет времени. То есть начинает через лень. Человек же, который настроен решительно, шайтан делает больше, чем другие. Всю ночь читая намаз, когда другие спят. То есть старается, чтобы человек делал больше. И это тоже является заблуждением. И это не приносит пользу. Как пример, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал касательно хавариджи, да? Люди, как он сказал, когда вы увидите, как они читают Коран, вы скажете, что ваш Коран ничто по отношению с их Кораном. И когда вы увидите, как они читают намаз, вы скажете, что у вас намаз ничто по сравнению с их намазом. Но тем не менее, они вылетели из религии, как стрела вылетает из лука. Чрезмерность — это тоже один из путей шайтана. И поэтому мусульманин должен быть решительным, но не переусердствовать. Как пример, где пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришли трое. Его не найдя, и пророка не было дома, саллаллаху алейхи вассалям. И один сказал, что я буду каждый день поститься. Начали хвалиться или там ставить цель, что они будут делать. Один поклялся, что каждый день он будет поститься, то есть без перерыва. Другой сказал то, что вначале будет читать намаз. Третий сказал то, что я никогда не женюсь. А что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответ сказал то, что я никогда не опущусь, никогда не опущусь. Часть ночи я читаю намаз, часть и я женюсь. И пророк: и кто не следует моей сунне, тот не из нас. Поэтому прямота подразумевает именно в это, что мы выполняем с решительностью, не хотя границы. И то является порицаемым. И то является одним из путей шайтана. Как говорили прежние ученые, что бы ни повелел Всевышний, шайтан старается заставить человека сделать более или менее этого. И ему не важно, в какую сторону удастся ему склонить верующего. Даже такой совет был, когда мы не хотим читать Коран. Лень. Мы пересиливаем, начинаем себя читать. Читаем, и появляется некая легкость. Мы говорим: давай еще больше. И мы начинаем. И говорит, это второе, это тоже один из путей шайтана. Потому что мы начинаем слишком много, потом это все. Да, то есть отвращение появляется. Поэтому нужно, во-первых, усилия, чтобы начать, когда лень. И
и потом вовремя остановиться, чтобы не перейти границу вперед. И это тоже должно быть нам в понимании. И человек, который говорит, я уверовал, недостаточно слова. Вопрос не о том, мусульманин он или нет. Без сомнений, мы человека считаем мусульманином. Но человек, который говорит, я уверовал, но не читает намаз, ни один из них не готов попасть в ад. И Аллах, Субхану ва Тааля, говорит о тех, кто сказал, я уверовал в Аллаха и придерживался его, награду было тем, что ангелы придут, и они не познают страха. То есть человек не попадет в ад, он не познает страха судного дня, страха и наказания могилы. Именно эти люди будут лишены, избавлены от наказания. И поэтому человек, который говорит, я уверовал, этого недостаточно, чтобы достичь этого положения, которое человек зайдет в рай без испытаний. И об этом Аллах Субхану ва Тааля говорит. Среди людей есть такие люди, которые говорят, мы уверовали в Аллаха, но стоит им пострадать ради Аллаха, как они приравнивают искушение людей к мучениям от Аллаха. Говоря о том, что недостаточно просто говорить «уверовал». Человек должен стараться. И опять же, подразумевая то, что прямой путь, подразумевая то, что человек не должен юлить. Ни вправо, ни влево. Как у нас обычно бывает, что мы стараемся найти оправдание тому, что мы совершаем харам, или оправдание тому, что не выполняем приказы Аллаха Субхану ва Тааля. Человек же, который идет прямым путем, о котором Аллах Субхану ва Тааля говорит, поистине те, которые сказали, наш Господь Аллах, и последовали прямым путем, не познают страха и не будут опечалены. Они являются обитателями рая, в котором они пребудут вечно, и воздаяние за то, что они совершали. Аль-Арам, 12-14 аят. И об этом говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Скажи, я уверовал в Аллаха, а потом придерживайся прямоты. То есть придерживайся пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не отходя ни вправо, ни влево. И объясняя понятие прямоты, Ибн Раджаб сказал, прямота есть движение по прямому пути, и это исповедание правильной религии, безо всяких отклонений, вправо или влево. И это подразумевает собой исполнение всех явных, тайных религиозных обязанностей, а также отказ от всего запретного. То есть, если мы хотим быть среди тех, о ком пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, скажи, уверовал в Аллаха, и потом придерживайся этому, мы не должны избегать приказов Аллаха Субхану ва Тааля, и если мы не должны остерегаться от того, что Аллах Субхану ва Тааля нам запретил. И ученые говорят, основываясь на том, что человек не может постоянно придерживаться прямоты. Без сомнения, возможны случаи, когда он будет ошибаться. И именно в аяте, где Аллах Субхану ва Тааля, скажи, я такой же человек, как и вы. Мне внушено в откровении, что ваш Бог, Бог единственный, идите к Нему прямым путем и просите у Него прощения. И горе многовольный. Именно слово «просите прощения» говорит о том, что человек не может постоянно, все равно будет ошибаться. Вот где-то совершать запретное или где-то оставлять приказы Аллаха Субхану ва Тааля. И в этом случае мы, надеясь на милость Аллаха Субхану ва Тааля, должны просить у Него прощения. Но опять же, намерение. То есть мы хотим. Мы стараемся жить по законам Аллаха, приказам Аллаха, остерегаясь от запретного. И что-то, если где-то мы оступаемся, то в этом случае мы надеемся на милость Аллаха Субхану ва Тааля и Его прощение. И об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, который передает имам Ахмад, старайтесь придерживаться прямоты, хотя вы никогда не сможете делать это в полной мере. Мы стараемся. Но тем не менее, Аллах, понимая то, что мы не в состоянии все это до конца довести, по своей милости Он этого прощает. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, все ошибающиеся, но лучше среди ошибающихся кающиеся. То есть эта возможность у нас есть. Но опять же, если наше намерение было стараться придерживаться этой прямоты. И без сомнения, прямоту мы не достигнем, пока не будет прямым наше сердце и наш язык. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что в теле человека есть кусок плоти. И до салахан ясно. Если оно правильное, то правильно и все тело. Если же оно испорчено, то испорчено и все тело. И это является сердцем. Поэтому, если мы хотим быть правильными, прямыми в наших деяниях, мы должны исправить свое сердце, чтобы наше сердце было правильным, чтобы сердце наше было прямым.
не будет прямым, пока не будет прямой наш язык. Как однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел один исполнитель и сказал: о посланник Аллаха, что является для меня самым страшным? И тогда он коснулся рукой за свой язык. Самый страшный язык. В другом хадисе пророк,